С наступлением серьезных морозов стационар ожогового центра активно пополняют пациенты с обморожениями разной степени тяжести. Ежегодно в республике из-за холодов страдают около 300 граждан. Основная причина – несвоевременное обращение к специалистам. Зачастую, получив обморожение, люди занимаются самолечением в домашних условиях. Ни в коем случае нельзя растирать конечность, ни нижние, ни верхние конечности. Нужно прийти в теплое помещение, накрыть их, может, там одеялом, с какими-то подручными вещами и максимально их постепенно отогреть. Наши капилляры, сосуды, внутри микроциркуляции, которая проходит в них, она у нас будет восстановлена. Если мы начнем растирать, то, соответственно, мы повредим это все. Нужно согреться горячим чаем, небольшими глотками. Ну, соответственно, после случившегося обратиться в ожоговое отделение. Важно правильно реагировать на первые симптомы обморожения, ведь последствия несвоевременного оказания необходимых мер чреваты. Дело может дойти до заражения крови и ампутации. Гиперемия, конечность, ну, например, допустим, пальцы, они становятся холодные, у нас бледные, нарушается чувствительность. Ну и при всем при этом, когда пациент приходит в какое-то теплое помещение, происходят болезненные такие ощущения, как парестезия, как много-много иголочек проходит по вашему телу. Вот это при первой, второй степени. Но при третьей там уже идет обездвиживание, пациент не может даже их согнуть. Они у нас максимально замерзшие, ну, при третьей, четвертой степени. На удивление горожане не унывают. Пообщавшись с прохожими, узнали, что многие даже предпочитают увеличить пешие прогулки. Вы себя комфортно чувствуете, да? Ну да, нормально. Пешком ходим все время. Ходить надо. Погода мне нравится такая. Все-таки по-зимнему, по-сибирскому должно быть иногда. Мы же все-таки на севере живем. А так-то, в общем-то, зима-то у нас все равно мягче стала по сравнению с 60-ми годами, 70-ми годами. Ой, страшные туманы были. Вот даже 2 метров, 3 метров ничего видать, как туман, молоко. Понимаете? Когда столбик термометра опускается ниже 40 градусов, стоит обратить особое внимание на сезонную одежду. В такие дни наряд должен быть максимально многослойным. Самыми опасными зонами считаются пальцы ног, рук, а также нос и щеки. Эти части тела нужно утеплять особенно тщательно и желательно натуральными материалами. А как вы одеваетесь в такую погоду, чтобы вот комфортно добраться до места назначения? Тепло, как капуста. Сейчас смотрел, минус 50 вроде показывает в телефоне. А так, по ощущениям, около 60 есть. Получается, подшайники делал, пуховики одел, все нормально. Унты, шуба, шапка, шапки. мех, из меха все. Натурального. Да. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные морозы не отступят. Придерживайтесь рекомендаций и будьте внимательны к себе и к своим близким. Марфрина Алексеева, Григорий Николаев, Григорий Охлопков, Якутск.